Обрушенные стены, крыша, разбитые стекла. Пожарные продолжают тушить второй этаж и мансарду. Взрыв газа в торговом доме «Торгим» произошел в 3-м часу дня. Хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием привел к частичному обрушению здания. В торговом доме были расположены магазины, общепиты, игротека и не только. Ударной волной из торгового дома на проезжую часть выбросило товары из магазинов. Всего в ликвидации последствий задействовали более 40 специалистов МЧС. В период ликвидации пожара было сформировано 2 боевых участка. Силы и средства в данный момент силами действиями пожарной охраны пожар локализован. В данный момент идет этап ликвидации пожара. Распространение ограничено, сил и средств достаточно. Торговый дом расположен по улице Муталиева. Это одна из центральных улиц, где всегда наблюдается плотное движение. Территорию сразу оцепили правоохранители. Сообщение о ЧП в дежурную часть регионального МЧС поступило в 14:51. На место происшествия подтянули 7 единиц спецтехники. Понадобился даже спецподъемник. Площадь пожара составила более 400 квадратных метров. По предварительным данным, причиной прогремевшего взрыва стала утечка газа на 2-м этаже. На место пожара выехали подразделения Назранского местного пожарно-спасательного гарнизона. В 14:53 по прибытию было обнаружено, что горит в результате хлопка газа горит кровля здания. Площадь пожара составляла около 200 квадратных метров. На момент прибытия руководителем тушения пожара был подтвержден повышенный ранг пожара номер 2. В результате взрыва пострадало 4 человека, среди них 1 ребенок. Все они сразу были доставлены в республиканскую клиническую больницу. 4-летний мальчик получил ожоги лица и рук. У ребенка только где-то 8% ожогов – это руки и лицевая часть. Он направлен, оказана первая медицинская помощь и направлен в детскую республиканскую клиническую больницу. Сразу вызвана была скорая помощь, сообщено главному врачу, что такого ребенок переправляется. Но он в полном сознании, адекватен, так обработку его ран сделали. Всех поступивших в ИРКБ посетил министр здравоохранения Магомед Башир Балаев. Больше всех пострадал 23-летний Алисхан Албагачиев. Он получил 80% ожогов, повреждены дыхательные пути, пострадавший в крайне тяжелом состоянии. Он сразу переведен на аппарат искусственной вентиляции легких, проведена обработка ожоговых ран и идет вся необходимая инфузионная терапия и противошоковая терапия. Вместе с ним в одной палате находится и второй пострадавший 20-летний Алисхан Муталиев. Парень получил 45% ожогов. Третий пострадавший мужчина 40 лет с ожогами лица и рук средней степени. Второй пациент тоже крайне тяжелый. Он находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Произведена хирургическая обработка ран, произведены противошоковые мероприятия. Третий пациент, у него 15-20% ожогов, это в основном руки и лицо, волосистая часть головы. Он в полном сознании. Также произведена хирургическая обработка ожоговых поверхностей, противошоковые мероприятия. Он в полном сознании, переведен в травматологическое отделение для дальнейшего лечения. В больницу срочно вызвали главного внештатного комбустиолога. Руководством Минздрава рассматриваются варианты для транспортировки больных в ожоговые центры других регионов. Была информация, что на месте взрыва месяц назад меняли газовую трубу. По факту происшествия правоохранителями уже начата проверка. Где действительно произошла утечка, будут выяснять уже криминалисты. На место происшествия для координации действий специальных служб и правоохранительных органов выехал прокурор республики Андрей Владимирович Васильченко. В ходе проведения прокуратуры республики будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства о безопасном использовании газового оборудования. Результаты проверки прокурором республики взяты на личный контроль. Пожар в торговом доме уже ликвидирован. Сейчас еще разбирают завалы. Также была неподтвержденная информация, что под завалами здания могут находиться еще 2 пострадавших. В МЧС эту информацию опровергли. Диана Дударова, Магомед Даскиев, Новости 24. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов оценил работу швейной фабрики в селении Али-Юшт. На предприятии сейчас заняты пошивом спецкостюмов по заказу крупной компании. На сегодняшний день на швейной фабрике работают порядка 300 человек. Есть вакантные места. Репортаж Хавы Гагиевой.